Так скажем, может человек совершить действия, которые, так скажем, оно может рассчитываться случайно, по незнанию, непониманию. Есть действия, которые осознанны. То есть этот человек убил осознанно 100 человек. Если даже Аллах его простил, то как же говорить про все остальное? Милость Аллаха велика, Он прощает. Но наше состояние правильно каяться, иншаллах мы про это еще будем говорить на следующих встречах, каяться, то есть понимать, что вот этот грех или эти грехи висят надо мной, и если Аллах Субхану ва Тааля захочет, они нас могут раздавить, а если Аллах захочет, Он простит. И это мы прощение узнаем в судный день, когда предстанем перед Аллахом Субхану ва Тааля. До этого мы должны чувствовать эту тяжесть и просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, просить и просить прощения. Но может шайтан и говорит: да какой ты, как у этого этот праведник сказал, ну какое тебе прощение, 99 человек убил. То есть мы должны бояться наказания Аллаха Субхану ва Тааля за свой грех и при этом надеяться на Его милость. И это будет только тогда, когда мы будем с этим постоянно работать, иншаллах. Милость Аллаха Субхану ва Тааля велика. И возможно эти грехи, которые мы совершили, станут причиной того, что Аллах Субхану ва Тааля поднимет наши дараджа в раю. То есть Аллах Субхану ва Тааля приготовил своему рабу какую-то степень в раю. Но Всевышний видит, что деяния его не доводят до этой степени, и он дает ему возможность совершить грех, чтобы он потом совершил покаяние, и по причине этого покаяния поднялась его степень. И это, так скажем, лечение от Аллаха. Горькое лечение от Аллаха. Мы, конечно, это сами выбирать не можем. Как сильно действующий препарат мы не можем пойти в аптеку выписать, нам не выпишут. Потому что должен быть этот специалист. И здесь это лечение дает Аллах Субхану ва Тааля. Но если случился этот грех, нам нужно спешить с покаянием, чтобы оно оказалось из тех причин, которые поднимут нашу степень. Как та женщина, которая пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказала: «Я Расулюллах, очисти меня! О посланник Аллаха, очисти! Я совершила грех, я совершила зина!» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ты в своем уме? Может, тебе показалось, может, ты ошиблась?» Потому что наказание за зина, закидывание камнями, то тогда, когда действительно совершился половой акт. Если не дошло до полового акта, наказания этого нет. Пророк саллаллаху говорит, и ей, как говорится, пытается найти выход, оправдание, когда она стоит на своем, говорит: иди. И когда узнаешь, что беременна, придешь. То есть он дает ей возможность уйти от наказания и не прийти. То есть она могла бы уйти, покаяться, сделать тауба и не прийти. Но грех, который сжег ее сердце, она не могла терпеть. Пришла пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Я Расулюллах, очисти». Он говорит: беременна? Да, беременна. Тогда иди, роди. Опять дает возможность делать тауба и избежать наказания. Потом она приходит с новорожденной. «Очисти, я Расулюллах». То есть она уже 9 месяцев в этом огне сожаления, греха. Что она готова выйти по себя, чтобы ее закидали камнями. Для нее это легче, чем выдержать вот эту горечь в сердце, сожаление, греха. Тогда Расулюллах говорит: иди. Придешь, когда закончишь грудью кормить. Через 2 года приходит. Это почти 3 года она в этом состоянии сожаления, греха. И она приводит ребенка, в его руках кусок хлеба. И говорит: «Я Расулюллах, очисти». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает, кто возьмет ее ребенка и совершает наказание. То есть ее закидывают до смерти камня. Насколько было горечь сожаления о содеянном грехе. И после смерти, когда кто-то про нее сказал, он сказал: вы не говорите мне. Ее покаяние достаточно, чтобы избавить от Джаханнама 70 человек. То есть настолько у нее было сильное покаяние, что оно хватило бы на 70 человек. То есть Аллах Субхану ва Тааля захотел, чтобы она достигла этой степени через совершение этого греха.
точнее через покаяние. Поэтому милость Аллаха Субхану ва Тааля велика. Даже когда мы совершили грех, возможно, это для нас милость, и мы должны к ней спешить через покаяние, через тауба. Баракаллаху фикум. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет все наши покаяния, наши праведные дела. Субханаллах, бихамдихи, ашхаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.